эфире информационная программа «Итоги дня». С вами Дарья Короленкова. Добрый вечер. Вначале озвучу основные темы уходящего дня. Между Якутией и татарским городом Нижнекамском подписан совместный план мероприятий на 2026 год, состоящий из более чем 30 пунктов. Узнаем подробности о плане. В Якутии началась неделя борьбы со СПИДом. Так, в рамках акции жители столицы могут бесплатно и быстро пройти тестирование на 5 видов инфекций. Главная новогодняя елка Якутии торжественно зажглась на площади Республики, став центром праздничных мероприятий. Посмотрим, как это было. Завершился гастрономический конкурс Республики «Строганина-2025». Мероприятие стало площадкой, где мастера смогли показать свое тонкое владение северной кухней. Сенсационная находка проливает новый свет на наследие выдающегося композитора профессиональной музыки Гранта Григоряна. В архиве его племянника были обнаружены личные дневники. Между Якутией и татарским городом Нижнекамском подписан совместный план мероприятий на 2026 год, состоящий из более чем 30 пунктов. Одним из важных событий сотрудничества станет проведение презентации праздника Исэх на площадке народного татарского праздника Сабантуй в Нижнекамске. Напомню, в этом году Якутск и Нижнекамск во время пребывания делегации Якутии в Татарстане подписали соглашение о побратимских связях. У нас еще плюсовая температура, и мы впечатлены действительно той зимой, тем высоким уровнем организации мероприятия, которое проходило в городе. И мы благодарны нашему городу-побратиму Якутску, который действительно для нас открывает не только зиму, но и новые возможности. Мы братские народы, у нас действительно очень много общего. И сегодня выстроена работа, подписан меморандум, дорожная карта. И в 2026 году мы планируем проведение вашего национального праздника Исых, который пройдет в Нижнекамске 13 июня. Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю всех на этот прекрасный праздник. Якутия получит более 330 миллиардов рублей безвозмездных поступлений с федерального бюджета в течение ближайших 3 лет. Из них 110 миллиардов рублей в 2026 году. Об этом 1 декабря сообщила депутат Государственной Думы Галина Данчикова. Средства будут направлены на развитие ключевых сфер. На образование в 2026 году выделят почти 8 миллиардов рублей. При этом субсидии на строительство и капремонт школ, детских лагерей и садов увеличатся на 672 миллиона рублей по сравнению с этим годом. Также республика получит порядка 518 миллионов рублей в течение 3 лет на формирование IT-инфраструктуры в школах с доступом к интернету. В Якутске началось заселение второго жилого дома, построенного по президентской программе «Доступное арендное жилье» в ДФО и арктической зоне России, оператором которой выступает Дом РФ. В 13-этажном ЖК Билибино будет представлена 141 полностью меблированная квартира. Благодаря федеральным и региональным субсидиям арендная плата значительно снижена. Например, за 21 квадратный метр семья будет платить около 5000 рублей в месяц. Министр строительства Якутии Виктор Романов отметил высокую эффективность программы в обеспечении доступным жильем молодых специалистов и студентов, которые чаще всего становятся нанимателями. Ледовая переправа Хатасы-Павловск через реку Лену готовится к увеличению грузоподъемности. К концу первой декады декабря проезд по автозимнику будет разрешен для транспортных средств весом до 10 тонн вместо текущих 5 тонн. В настоящее время дорожники активно работают над расчисткой и заливкой резервных полос, что позволит не только повысить допустимую нагрузку, но и улучшить качество проезжей части по мере наращивания льда. Профессия, которая состоит в том, чтобы все ставить под сомнение и ни с чем не соглашаться. В Якутске стартовал 5-й юбилейный съезд юристов республики. Мероприятие объединит более 500 делегатов, включая судей, прокуроров, адвокатов, нотариусов, представителей государственной и муниципальной власти, а также ученых-правоведов со всей республики. На этот раз съезд посвящен 105-летию Михаила Михайловича Федорова, основателя высшего юридического образования в Якутии.
В рамках съезда состоялось торжественное награждение отличившихся юристов республики. Впервые в рамках съезда адвокаты провели день бесплатных юридических консультаций для жителей Якутска. В Якутии началась неделя борьбы со СПИДом. Так, в рамках акции жители и гости столицы могут бесплатно и быстро пройти тестирование на 5 видов инфекций. Подробнее об этом далее в сюжете. Акции экспресс-тестирования проходят в мобильных пунктах, которые расположены в торгово-развлекательных комплексах города. Главная цель – еще раз напомнить каждому о важности заботы о своем здоровье. А сегодня у нас по всему миру проходит акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИД. И в рамках этой акции мы проводим для наших жителей города Якутска и гостей экспресс-тестирование на 5 инфекций, такие как гепатит Б, С, ВИЧ, сифилис и туберкулез. Специалисты Якутского республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями регулярно проводят такие тестирования на городских площадях, среди студентов СУЗов и вузов и в трудовых коллективах. Все стерильно, быстро, качественно. Экспресс-тестирование проводим. Берем капиллярную кровь, делаем ИХ-тест 4-го поколения. 99% качества. Так каждый желающий может быстро пройти тестирование. Я сдала анализ на 5 инфекций и через 10 минут уже получила свои результаты. Также в течение недели борьбы со СПИДом в городе пройдут лекции и семинары о профилактике ВИЧ-инфекции, бесплатные консультации врачей-инфекционистов и другие мероприятия. Специалисты отмечают, что регулярное тестирование создает основу безопасности и здоровья нас и наших близких. Диана Антонова, Нюргун Старостин, Якутск. Также специалисты Алданского центра СПИД провели в игровой форме интеллектуальную беседу с подростками на тему профилактики ВИЧ-инфекции. На игре «Квиз» встретились старшеклассники из 10 школ Алданского района. Подробности в нашем следующем материале. Специалисты Алданского центра СПИД применяют различные формы профилактики ВИЧ-инфекции. По их твердому убеждению, главное внимание в этой теме должно быть направлено на подрастающее поколение. Знания о СПИДе помогут уберечься от опрометчивых поступков и толерантно относиться к людям с таким диагнозом. Да, на протяжении нескольких лет мы встречаемся с старшеклассниками, и они знают, как защитить себя, знают об этой проблеме, относятся к ней как к социальной проблеме серьезно, ответственно, и на самом деле они гораздо взрослее, чем нам кажется, наши дети. Впрочем, повторение – мать учения, а напоминания о СПИДе никогда не бывают лишними. Поэтому врачи стараются находить новые формы для просвещения подростков и молодежи. На этот раз в форме интеллектуальной игры «Квиз», в которой приняли участие 10 школ Алданского района. Им очень нужен наставник, который грамотно, не стесняясь перед детьми, потому что мы взрослые люди, несем ответственность за детей в том числе, и должны донести эту информацию, понимаете? Потому что знания, они дают силу, кто предупрежден, тот вооружен. Тем не менее, в обществе еще полно предрассудков, и зачастую люди с диагнозом ВИЧ становятся изгоями. И все от невежества, которое порой доходит до абсурда. Существует 3 пути передачи ВИЧ-инфекции. Половой путь, парентеральный путь и от матери ребенку. Окружающим во всех остальных случаях ни через рукопожатие, ни через чихание, ни в бассейне ВИЧ-инфекция не передается. Людей, живущих с ВИЧ, бояться не надо. Они такие же люди, как и мы. Профилактическую работу, направленную на борьбу со СПИДом, медики ведут постоянно и не только с подростками. Алданский центр СПИД как минимум 2 раза в год проводит дни открытых дверей, когда каждый совершенно бесплатно может сдать анализы на ВИЧ и другие инфекции. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. Питание, биотехнологии для здоровья сбережения населения Арктики обсудили ведущие умы страны на конференции, которая стартовала в Якутске. Она проводится уже в 9-й раз. В этот раз конференция посвящена 95-летию Центра питания и биотехнологии, столетию Якутской комплексной экспедиции, Академии наук СССР и к событийным мероприятиям гастрономического фестиваля «Вкус Якутии». Принимают участие руководители, ученые, эксперты в области биотехнологии и здоровья сбережения, в том числе представители Казахстана и Кыргызстана. Также на конференции развернулась выставка продуктов и демонстрационный стол здорового арктического школьного питания. Гражданин, который или работает кратковременно в арктических территориях,
или коренной житель, они должны питаться по-особенному и по требованиям, которые определяют специалисты, очень экологичными, очень богатыми витаминами, ферментами, продуктами. В Мирнинском районе состоялось чествование многодетных матерей, которым вручили почетный знак «Материнская слава» и премии главы района. За последние годы 2 матери из Мирнинского района, воспитывающие 10 и более детей, получили высокое звание Республики Саха-Якутия «Мать-героиня». Еще 15 женщин, имеющих 7 и более детей, были награждены знаком «Материнская слава». С 2018 года, когда была учреждена премия главы Мирнинского района «Слава матери», ее удостоились 38 женщин со всего района. Естественно, это большая награда, это гордость для моих детей. Я у них одна на воспитании. Муж ушел у меня 5 лет назад, поэтому я и мама, и папа у них. И это бедно включает на меня еще в двойную нагрузку, потому что придется после такой награды еще нам трудиться, воспитывать мне их и поднимать, стараться сделать, вывести в путь детей, в жизнь вести, чтобы были достойными гражданинами, и мне не было за них стыдно никогда в жизни, по жизни. Главная новогодняя елка Якутии торжественно зажглась на площади Республики, став центром праздничных мероприятий. Церемония зажжения собрала множество жителей. 2, 3, елочка! Принять участие в зажжении елки пришло большое количество якутян с детьми. Их порадовали концертными номерами артисты театра юного зрителя и театра коренных малочисленных народов Севера. В церемонии приняли участие повелители холода Чисхан и Харчана, Дед Мороз и Снегурочка, Мамонтенок и жеребенок Току – символ наступающего года. Повелитель холода Чисхан передал Деду Морозу символ холода, который доставили из полюса холода Аймяконского улуса. Каждый житель Якутии знает, кто такой жеребенок Току. И он пришел вас поздравить с зажжением новогодней елки. После церемонии Чисхан спустился к гостям с поздравлениями. Желающие сделали с ним памятное фото. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Пожелаю всем добра, счастья и любви. И чтобы все желания исполнялись. В целом присутствующим очень понравилось представление. Дети в восторге озвучивали свои желания и играли. Взрослые плясали. Очень красивая елка, мне все нравится. Очень красиво, правда, зажгли на 2 минуты раньше. Все всегда классно зажигаем. Красиво установили вообще. Круто. Много жителей пришло. Молодцы. В этом году впервые, то есть не в этом году, а всем да. В Якутске. Да, очень красивая елка, очень красиво все. Очень много людей. Очень круто, что, как говорят, да, зима, Новый год начинается с Якутии. Вот сегодня 1 число, и очень много людей. Все любят. Самый любимый праздник для людей. Мы впервые на Ленина пошли. Всегда мы обычно на Орджоникидзе шли. Мне очень понравилось, когда там люди на сцене танцевали. Я бы в 15 купил. О, а ты? Вторую собаку. Вторую собаку? Да. У тебя какие желания? Ну, я, наверное, хотела какой-нибудь набор для кексиков, чтобы готовить. Я обожаю готовить. В этот день новогодние огни на елках зажглись также и в районах республики. Марферина Алексеева, Станислав Потапов, Якутск. Кроме того, праздничное настроение охватило и площадь Орджоникидзе, где также состоялось торжественное включение иллюминации. Елка здесь, оформленная с учетом национальных традиций, стала еще одним ярким элементом новогоднего оформления города. Елочка, сожгись! Ура! 20-метровая зеленая красавица украшена в национальном стиле. Верхушку украшает харыскал. На ветвях изображен северный олень, а на площади словно оживший. Он катал детей, радуя маленьких гостей праздника. Хотя главная городская елка в Якутске зажигается каждый год, жители столицы особенно ждут этого события.
Вот когда уже было зажжение елки, мне было такое радостное событие, что уже скоро будет Новый год, я его так сильно жду. И этот праздник мне очень сильно нравится, потому что когда уже наступает 00, следующий день, там уже приходит Дед Мороз и все подарки, и волшебство, все случается. Зажжение новогодней елки для нас значит, что Новый год близок, семейный праздник. Ожидаем, конечно, много счастья. Что для вас значит зажжение новогодней елки? Приближение Нового года и начало новогодней атмосферы. Я впервые на зажжении елки сегодня, поэтому эмоции зашкаливают. Всех с наступающим. Что все было у всех хорошо. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю всем счастья, благополучия, денег, чтобы все было отлично. Главное, чтобы было новогоднее настроение. Продолжением программы стало традиционное шествие автоколонны предприятий Якутска. Они отправились от площади Орджоникидзе до площади Дружбы. Праздничные мероприятия в Якутске будут проходить в течение декабря. Главная городская елка остается ключевой точкой новогодних событий столицы Якутии, привлекая жителей и гостей города. Даяна Федорова, Артем Наговицын, Якутск. Завершился один из самых ярких ожидаемых гастрономических конкурсов Республики Строганина-2025. Мероприятие стало частью фестиваля «Зима начинается с Якутии» и площадкой, где мастера смогли показать свое тонкое владение северной кухней. Как прошел конкурс, смотрите в сюжете Софии Мельниковой. В этом году за звание лучших боролись 16 команд из разных улусов и округов. Участники боролись в 3 этапах: презентация команды, отборочный тур и суперфинал, куда прошли всего 6 сильнейших пар. Здесь было важно все – скорость, высота горки и даже красота тончайших стружек. Каждый год мы удивляемся мастерству наших жителей, которые участвуют в конкурсе. Мы видим, как команды активно соревнуются и видим, как популяризация именно строгания рыбы распространяется по всему нашему региону, и, конечно, по всей Российской Федерации. Команды работали в составе 2 человек, и все они выступали в национальных костюмах. Кроме того, в этом году им разрешили использовать свое оборудование – ножи и разделочные доски, заранее отправив фото жюри. Данный конкурс, он вообще продвигает самобытность республики Саха-Якутия, продвигает культурные ценности, традиции, ну и, соответственно, национальную кухню. И с помощью этого конкурса про нашу республику узнают не только в России, но узнают и на международной арене, приезжает больше туристов. Абсолютными победителями стали Любовь и Александр Михайловы из Намского улуса. Их скорость и качество работы заслужили высокие оценки жюри. Пара поделилась, что к конкурсу они не готовились и участвовали в первый раз. Победители получили гран-при сертификат на 150 тысяч рублей. Мне в пятницу муж сказал, что мы будем участвовать, мы уже подали заявку. Я вот только узнала в Анабарском районе, когда работала. Сложностей нету, но мы же люди северные, рыбу любим и по праздникам рыбу едим. Помимо этого конкурса прошли и народные якутские состязания «Якутский нож». 8 мастеров демонстрировали свои клинки и проверяли их функциональность. От разрезания бумаги пополам до раскалывания льда. Уверенно справился со всеми испытаниями и присвоил звание победителя Николай Костромин из Мегино-Кангаласского улуса. Кузнечным делом занимаюсь почти 3 года. Соревнуюсь периодически, почти не пропуская соревнования. Нож делал очень долго, закончил только сегодня утром. Фестиваль еще раз показал, как глубоко в Якутии ценят мастерство, аккуратность и уважение к традициям. А атмосфера праздника будет еще долго звучать в памяти тех, кто стал частью этого дня. София Мельникова, Семен Семенов, Якутск. Тайны творчества раскрыты. Найдены дневники Гранта Григоряна. В архиве племянника Гранта были обнаружены личные дневники выдающегося композитора. Документы проливают новый свет на творческий путь основоположника профессиональной якутской музыки. С заметками из прошлого знакомилась Надежда Саханская.
На кадрах кинохроники 1989 года запечатлено открытие мемориальной доски композитору Гранту Григоряну в честь 70-летия со дня рождения. За 9 лет жизни в Якутии, в якутской музыке он стал больше якутом, нежели мы, якуты, взятые все вместе. Эти слова принадлежат Дмитрию Сивцеву Суарону Маллону, который очень емко описал творческий путь основоположника профессиональной якутской музыки. Вообще у него очень интересная судьба и по другим показателям. Например, по национальности он армянин. Родился он в Сухумии, в Абхазии, в Грузии. Учился в училище он в Азербайджане. Сейчас бы такое вообще не было возможным. В Якутию он попал в 1953 году. И в этот период в республике не было ни одного композитора. В 1951 году умер Марк Николаевич Жирков, и образовался такой вакуум. Впрочем, кинохроника далеко не единственная связующая нить, если речь идет о делах давно минувших дней. Дневники выдающегося композитора на исторической родине Григоряна обнаружил его племянник Иван Степанян. Документы проливают новый свет на творческий путь основоположника профессиональной якутской музыки. Мы с ним общались очень подробно. По многим вопросам у нас были схожие общие точки зрения. Я очень любил этого дядю своего. И он, по-моему, тоже отвечал на все. Сейчас в Якутске находится 6 тетрадей с рукописными заметками, набросками музыкальных тем, размышлениями о фольклоре и педагогике. По оценке музыковедов, дневники имеют исключительную ценность. Они позволяют уточнить хронологию создания ключевых произведений Григоряна и дополняют представление о личности композитора. Для того, чтобы понять, насколько глубока была личность Гранта Арамовича Григоряна, приходится прикоснуться к самому сокровенному, что у него было. Это личные дневниковые записи. Здесь, например, есть какие-то пометки о том, что он, например, ложится спать или в декабре 1945 года находится в Ворошилове. Вот тут, например, рукопись одного из музыкальных произведений, которое, я думаю, что в ближайшее время музыковеды расшифруют. Есть и другие тетради. Тут, например, различные рассказики или подборка анекдотов. Вот, например, «Ты знаешь, друг, у меня такая умная собака, Мефистофель», что когда я говорю: «Ну, Мефистофель, ты идешь или нет?», то она или идет, или нет. Воистину, неординарная личность. В дальнейшем дневники планируется расшифровать и обнародовать некоторые из записей. Рукописи будут переданы в архив Национальной библиотеки Республики для общего пользования. Результаты научно-исследовательской работы на основе ценных находок появятся в апреле будущего года ко дню рождения известного мелодиста. Может, какой-то из дневников попадет в музей. Но там нужно будет, конечно, положить его под стекло, потому что, сами видите, странички очень старенькие, они быстро истрепаются, а вот уже расшифровки можно будет давать читать. Кто знает, может, в будущем нам откроется ряд утерянных фортепианных сочинений, которые до сих пор не были изданы. А его техника работы при появлении новых данных была и останется ориентиром для последующих поколений якутских композиторов. Надежда Саханская, Артумен Наговицын, Якутск. Столичной школе номер 26 75 лет с 1950 года. Из ее стен выпустилось не одно поколение деятельных якутян. Поздравить альма-матер с юбилеем собрались ученики прошлых лет и ветераны педагогического труда. Как отметили знаменательную дату, расскажем в следующем сюжете. Гармония учителя и ученика. В этом и есть, пожалуй, секрет продолжительной и успешной работы школы номер 26. Потому и повзрослевших детей тянет обратно в родные пенаты. За примером далеко ходить не надо. Нынешний директор Аян Васильев с гордостью говорит, он выпускник 89-го года. Школа номер 26 города Якутска была всегда в числе лучших города Якутска, остается и поныне. Это, конечно, огромная заслуга ветеранов нашей школы, педколлектива. Мы очень счастливы, что она и до сих пор является центром притяжения для детей со всего города. С не менее нежными словами об альма-матер вспоминает Дмитрий Глушко. Школа для него была буквально вторым домом. Мама Антонина Федоровна работала учительницей и детям отдала больше 40 лет. Дмитрий Евгеньевич пошел по родительским стопам. Сейчас он стоит во главе Мордовского государственного университета. Множество эмоций, связанные с учителями, которых я знал не только как преподавателей своих или моей старшей сестры,
а как людей, которые жили одним большим коллективом, одними общими радостями. Я в этой школе свой первый урок провел тоже здесь, потому что, закончив, обучаясь в Якутском педагогическом училище, я работал учителем физкультуры и начинал именно в этой школе. В общем, в семье Глушко к профессии учителя относятся с особым трепетом. Специально для коллектива 26-й школы они учредили именную премию, ведь настал черед детей отдать дань уважения старшим. Сегодня премия имени Антонины Глушко нашла своего нового обладателя. Да, я думаю, что учитель – это мое призвание, например. Я преподаю биологию, и вот Дмитрия Евгеньевича я учила с 5 класса по биологии, и он сейчас с благодарностью вот так вот очень тепло поздравляет и вот премию вручает. Это мне вдвойне радостно получить именно премию эту от рук ученика. Школа продолжает жить. Сейчас в ней обучается почти 2000 человек. И смотря на учеников прошлого, есть уверенность, что и нынешнее поколение с честью будет нести звание выпускников школы номер 26. Ржана Гармаева, Нюргун Старостин, Якутск. Экс-чемпион мира по боксу, легендарный сибирский рокер Руслан Проводников станет почетным гостем 3-го международного турнира по профессиональному боксу «Вызов Севера» в Якутске. Уже 5 декабря все желающие смогут присоединиться к Проводникову на забеге дистанции 3 километра по набережной имени Романа Дмитриева, сбору памятника стелы столетия судоходства по реке Лени. 6 декабря сибирский рокер посетит финалы детского турнира «Кубок мэра» в ДЮСШ номер 1, где проведет автограф-сессию и мастер-класс. Вечером того же дня он займет место среди почетных гостей на главном профессиональном турнире «Вызов Севера», который пройдет в Триумфе. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.